По всем внешним признакам налицо попытка антиконституционного государственного переворота. Все признаки попытки захвата и удержания власти. Все происходило на наших глазах, все происходило на глазах граждан Республики Абхазия. Изначальные требования, связанные с ратификацией соглашения, фактически были реализованы, потому что непосредственно сессии с рассмотрением этого вопроса не состоялось. Депутаты парламента не проголосовали за повестку, вопрос был фактически снят. Несмотря на это, можно предположить, что намерения у тех людей, которые стояли впереди тех наших граждан, которые переживали, беспокоились за совершенно другой вопрос, намерения у этих людей, возможно, были совершенно иные. Чем все это закончилось, мы все увидели, все происходило на наших глазах. Наверное, в этой ситуации можно увидеть и плюсы. Первый, наверное, заключается в том, что в том здании, в котором сейчас находятся эти люди, большое количество, предполагаю, экземпляров Конституции Республики Абхазия. И, наверное, есть и было много времени, еще будет время, не спеша ее почитать. Второй плюс, наверное, заключается в том, что мифы о политической кристальности определенных представителей оппозиции развеяны и маски сброшены. Третий, наверное, заключается в том, что мы 4 года твердили, говорили о том, что западные специальные службы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, подчеркиваю, определенных. Целью этого финансирования являлась дестабилизация ситуации в нашей стране, создание такого хаоса, совершенно негативного образа нашей страны на международной арене. Когда Саломе Зурабишвили поздравляет абхазских оппозиционеров, протестующих, с победой, когда граждане Грузии и граждане Украины в телеграм-каналах передают свои поздравления, можно сделать выводы, задуматься о том, а на правильном ли мы пути. В то же время наш большой друг абхазского народа Константин Затулин, который стоял вместе с нами всю нашу новейшую историю, задается вопросом, а состоялось ли абхазское государство. Но, наверное, это все уже, к сожалению, не так важно. Важно ответить на вопрос, а что дальше? Совершенно неконституционные, не находящие своего отражения в нашем законодательстве, в нашем главном основном нормативно-правовом акте, в Конституции, какие-то образования, которые планируют взять на себя роль и механизм управления страной, это совсем футуристическая история. Уверен, что нам необходимо возвращаться в конституционно-правовое поле. Как я уже говорил ранее, Конституция четко отвечает на вопросы, как можно действовать в этой ситуации. Думаю, что президент Республики Абхазия уже обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического, в первую очередь, кризиса, и убежден в том, что путем консенсуса и, в первую очередь, понимания системы права и администрирования государства, этот механизм необходим к